Перед началом соревнований участникам предложили немного разогреться. Такого наплыва рыбаков в этот день сама рыба точно не ожидала. В акваторию Атнинской плотины вышли 40 любителей этого вида отдыха. Не хочет. Улова пока нет, но он не расстраивается. Хафиз Гиниатуллин самый опытный участник. Ему 73. Признается, в рыбалке любят сам процесс. Душа спокойна, душа отдыхает. Но около 30 лет я, когда еще ловил с работы убегая или из дома, из жены убегая. От нее убегать точно никуда не надо. С мнением, что рыбалка чисто мужское занятие, готова поспорить Гульчачак Хайрдинова, единственная представительница прекрасного пола на соревнованиях. Говорит, к рыбалке ее приучил муж. Женщины тоже ловят. Когда замуж вышла 5 лет назад, вот и начался хобби. А раньше не было у меня. Ну, интересно ловить. Наловить, к слову, нужно как можно больше. Соревнования есть соревнования, здесь свои правила. На каждого участника строго по одной лунке, но количество снастей не ограничено. Отмечу, что и с погодой сегодня повезло. Солнечно, почти безветренно. Лови не хочу. Здесь у каждого свои секреты и хитрости. Одни рассчитывают на современные снасти, другие на прикормку, а кто-то полагается на удачу. Если на плотинах, там кормить надо обязательно на одном месте. Лед толстый, как сами видите, да? Ветер. Направление ветра и то влияет на поклев. Надо очень деликатной снасти. Это тонкая леска, минимальные колебания. Победители определяют по 14 номинациям. Например, выбирали самого удачливого рыбака, молодого и других. Это целый фестиваль. Такие соревнования зимнего улова мы, конечно, проводим впервые. Собралось немало жителей, не только нашего Атнинского района, но и из Высокогорского района, и из Зарского района. Лучших рыбаков наградили памятными кубками, грамотами и денежными призами. А удовольствие от процесса и общения получили все. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Атнинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.